это ключевое слово сегодняшней нашей встречи, потому что ценность свободы для нашего общества очень важна. Мне кажется, это и отличает вообще наше общество от многих других обществ, которые я знаю, где я бывала. Мне кажется, что для нас это не пустые слова, не просто слово. Да? Мне кажется, именно потому, что эта ценность свобод в нашем обществе существует и существовала всегда, и была такая возможность нам создать наше государство, да, выиграть, победить абхазскому народу, народу Абхазии, грузино-абхазской войне. И мы, мне кажется, не должны это забывать. И весь наш путь после окончания войны, когда мы начали строить свое государство, мы его начали строить именно на основе свобод, уважения прав и свобод человека. Я работаю в общественной приемной по правам человека, да, и каждый день сталкиваюсь с нарушениями прав граждан, которые к нам обращаются в разной сфере. И, наверное, это нормально, что такая ситуация у нас существует, когда нашей организации необходимо эту работу выполнять, потому что процесс строительства государства — это довольно сложный процесс, да, долгий процесс. Надо пройти через разные этапы, решая различные проблемы. Но вы знаете, я никогда не могла подумать, вот работая все эти годы в сфере защиты прав человека, что нам придется столкнуться с тем, что нам надо отстаивать свои свободы. Потому что вот закон, о котором мы все с вами говорим, закон об организациях и физических лицах, исполняющих функции иностранного агента, это законопроект, он как раз направлен на сокращение, на лишение довольно большой части нашего общества гражданских свобод. Я хочу сказать, что меня удивляет, когда наши чиновники, в частности, автор законопроекта, как он себя назвал, да, министр юстиции, сегодня говорит о том, что этот закон нужен, потому что нужны механизмы контроля. Друзья, конечно, этот закон ни в коем случае не о механизмах контроля. Мне кажется, наше действующее законодательство очень хорошо прописывает различные механизмы контроля за деятельностью, в частности, общественных организаций. Меня удивляет, что министр юстиции говорит, что мало информации, министр иностранных дел говорит, что мало информации. Наши организации периодически сдают отчеты о своей деятельности в Министерство юстиции, как и требуется, да, по существующему законодательству. И у меня иногда возникало сомнение, что кто-либо в Министерстве юстиции вообще когда-то читал хоть один из наших отчетов. Мне кажется, вот поэтому у них такое впечатление создается, что они ничего не знают. Если бы почитали, может быть, что-то и поняли по нашей деятельности. Поэтому мне кажется, что если этот закон вообще будет рассматриваться парламентом, мне кажется, все должны понимать, что принятие этого закона, оно отбросит, да, нас назад, по крайней мере, на несколько десятилетий, точно в своем развитии. Да?